Бисмилля, альхамдулилля, саляту вассаляму аля расулилля. Мы с вами продолжаем уроки мольбы, дуа. И тема прошлого урока, если помните, у нас была аукат юстаджабу фиха дуа, то есть времена, когда Всевышний принимает наши дуа. И после намаза, темы намаза, то есть как Аллах принимает наши дуа во время намаза, внутри намаза, у нас остался хадж. Поэтому быстро пройдем и, иншаллах, продолжим тему, новый урок. Во время совершения хаджа, несомненно, тот, кто ради Всевышнего Аллаха покинул свой дом, свою семью, свои родные земли с намерением посетить дом Всевышнего Аллаха, совершить хадж или же умру, то этот человек является путником на пути Аллаха, то есть он на пути Аллаха, и его деяния, его мольбы особенно ценны перед Всевышним Аллахом. И как передает Абдулла ибн Умар, радийаллаху анхума, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, перечисляет: тот, кто сражается на пути Аллаха, тот, кто совершает хадж, тот, кто совершает умру, хадж или умру, все они ахлюллах, то есть они друзья Аллаха, аулия Аллах, они близкие, любимые друзья Всевышнего Аллаха. Аллах позвал их, и они ответили ему. Аллах позвал их в свой дом, они ответили ему. Они просят его, то есть те, которые находятся на пути Аллаха, те, которые находятся, совершают хадж или умру, они просят его, и он дает им, он отвечает им. Этот хадис сборники Ибн Маджа и Ибн Хиббана. Поэтому тот, кто на пути Аллаха, тот, кто совершает великие дела, как хадж, умра, иншаллах, этот путь, он очень велик перед Аллахом, и Аллах отвечает тем, которые находятся на этом пути. И вот 6 конкретных мест, когда Всевышний во время хаджа принимает дуа. И вот этих 6 мест, на это приходят доказательства сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Первое, это яумуль арафа, это день Арафат и долина, равнина, долина Арафа. Ну, мы с вами знаем, Арафа – это день, если у нас яумун нахр, Курбан Байрам, 10-й день Зуль-Хиджа, то 9-й день, то есть день, который приходит до праздника Курбан, этот день называется Яумуль Арафа, день Арафа. И даже среди ученых есть свои разногласия. Некоторые, когда спрашивают, а какой же день самый великий, самый святой день для мусульман перед Аллахом в течение года, некоторые говорят, что это Яумун Нахр, что это день непосредственно Курбана, 10-й день, а некоторые говорят, нет, все-таки 9-й день, Яумуль Арафа. Поэтому мы должны знать, что во время Курбан Байрама великий день – это не только тот день, когда мы идем на праздник. Машаллах, велик и еще 9-й день. 9-й день. Поэтому очень часто мы намереваемся на 10-й день, нацеливаемся, ждем 10-й день, потому что, машаллах, это праздник. И то, что мы любим этот день, то, что мы как-то скучаем, ждем этот день, это показатель нашей веры. То есть тот, кто возвеличивает знамение Всевышнего Аллаха, то это показывает его богобоязненность его сердец. Поэтому мы должны любить Яумун Нахр. Но
нельзя недооценивать и 9-й день, день Арафа. И в этот день мы знаем, что все паломники направляются в долину, которая называется Арафа, и целый день до захода солнца они стоят, сидят вот на этой равнине, и целый день они обращаются к Аллаху. Они возвеличивают Аллаха, восхваляют Его, делают Ему шукр, благодарят Аллаха. Они просят у Аллаха прощения, и те, кто из нас были в хаджи, они знают ценность этого дня. И поэтому, альхамдулилля, если паломники, они находятся там и целый день молят Всевышнего Аллаха о прощении грехов, то другая часть уммы, которая осталась на своих местах, то, как и в знак солидарности, и следуя сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они в этот день постятся. Так ведь? Постятся. И это тоже причина прощения грехов. Вот этот день, Яумуль Арафа. В сборнике имама Тирмизи мы находим хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Афдалу дуа», то есть самая лучшая мольба, это мольба Яумуль Арафа, в день Арафа. То есть это мольба, с которой мы обращаемся к Аллаху в день Арафа. И самое лучшее, что говорил я и что говорили пророки до меня, это слова «Ла иляха илляллах, вахдаху ла шарика лах, лахуль мульк, ва лахуль хамд, ва хуа аля кулли шайин кадир». То есть это слова единобожия, «Ла иляха илляллах», нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, «Вахдаху», и Он един, «Ла шарика ла», нет у Него сотоварища, «Лахуль мульк», и вся власть, все царствие принадлежит Ему, все, что есть, все, что мы видим и не видим, все Его, и мы Его имущество, так ведь? «Лахуль мульк, ва лахуль хамд», и Ему все виды восхваления, потому что все восхваляют Его, и мы, и растения, и небесные тела, и земля, все восхваляют Аллаха. «Ва хуа аля кулли шайин кадир», и Его сила безгранична, и Он над всякой вещью мощен. И вот эти слова являются самыми лучшими словами, которые говорил в свое время посланник, саллаллаху алейхи вассалям, и это лучшие слова, которые говорили пророки до него, алейхимуссалям. Вот этот хадис в сборнике имама Тирмизи. И вот как раз хадис начинается со слов: лучшая дуа – это дуа в день Арафа. И действительно, субханаллах, миллионы паломников, особенно сегодня, если даже, скажем, 3-4 миллиона паломников, если они все собираются в одной равнине, да, на одной площади, так скажем, поднимают в 2 раза больше рук и целый день, машаллах, сердца переполняются иманом, сердца переполняются любовью к Аллаху, дунья, вот эта мирская суета, вся осталась там, семьи там, так ведь, работа там, все там. Здесь ты, Аллах, и вот целый день, машаллах, миллионы рук поднимаются к Аллаху, миллионы сердец взывают к Нему, и поэтому действительно это день, когда Аллах прощает грехи своим рабам, и это день, когда Аллах освобождает многих своих рабов от адского пламени. Это день Яумуль Арафа. Поэтому мы должны всегда ценить этот день. Второй момент во время хаджа – это равнина Муздалифа. Муздалифа. Как раз после завершения дня Арафа паломники, они возвращаются куда? Еще до Мины они возвращаются для ночлега в долину Муздалифа. Долина Муздалифа. И вот
сурат Аль-Бакара, суре Корова, 198 аяте, Всевышний сказал: «Фаида афаттум мин арафатин фадхкуруллах. Фадхкуруллаха айндаль маш'ариль харам». А когда вы вернетесь Арафата, когда вернетесь с Арафата, а куда возвращаются с Арафата? В долину Муздалифа. Фадхкуруллах, поминайте Аллаха. Где айндаль маш'ариль харам, в заповедном месте, вот это Маш'аруль Харам, это как раз долина Муздалифа. Муздалифа. И вот Всевышний Аллах призвал нас поминать Его, обращаться к Нему в этом месте, то есть в долине Муздалифа. И один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которого звали Джабир, радийаллаху анху, в длинном хадисе описывает, как же совершал хадж посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И этот хадис, он довольно-таки длинный, содержательный, мы находим в сборнике Сахиха Муслима. И вот я хочу несколько отрывков, что касается нашей темы, привести вам. Первое, что касается Муздалифа. Джабир, радийаллаху анху, описывает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда подошел к равнине Муздалифа, то есть после Арафата, он повернулся в сторону Кибла, то есть в сторону Мекки, потому что это адабу дуа, это одна из этикетов дуа, и обратился к Аллаху. Обратился к Аллаху, возвеличивал его, то есть он говорил Аллаху Акбар, Кабира, также повторял слова единобожия, ля иляха илляллах. Поэтому вот этот хадис, сборники имама Муслима, доказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху, когда возвращался в Муздалифа. Вот это второй момент из всех 6. Третий, четвертый моменты во время хаджа — это возле, горами не будем называть, возвышенностей Ас-Софа валь-Марва. Мы знаем, что рядом с Ка'батуллой, с домом Аллаха, есть две возвышенности. Это Софа и Марва. Так ведь? И паломники, и те, которые совершают умру, они быстро 7 раз передвигаются между ними. И вот когда паломники передвигаются, когда они достигают до Софа, по сунне можно обращаться к Аллаху и делать ему дуа. Когда мы доходим до Марва, также мы можем направиться в сторону Кибля и обращаться к нему. Джабир, радийаллаху анху, рассказывает, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся на Софа, на возвышенность Софа, он 3 раза возвеличил Аллаха. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, и сказал следующие слова. Ла иляха илляллах, вахдаху, ла шарика лах, лахуль мульк, ва лахуль хамд, ва хуа галя кулли шайин кадир. То есть это великие слова, которые являются лучшими из того, что говорил наш посланник, саллаллаху алейхи вассалям, и говорили другие пророки. И эти слова мы с вами повторяем и после намазов, так ведь? И посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, он 3 раза повторил эти слова. То есть, когда он поднялся на возвышенность Софа, он 3 раза сказал Аллаху Акбар, потом 3 раза он повторил эти слова. Ла иляха илляллах, вахдаху ла шарика лах, до конца этих слов. И потом, затем он попросил у Аллаха. То есть он молил Аллаха и просил у него. И когда он дошел до Марва, поднялся на возвышенность Марва, он повторил то же самое. Поэтому вот это сунна, Сахих Муслим, когда мы поднимаемся на Софа, мы 3 раза возвеличиваем Аллаха, 3 раза повторяем вот эти слова, которые мы повторяем после намаза, и, машаллах, сколько угодно мы можем стоять в сторону, направившись в сторону Кибля, и просить у Аллаха дуа. И то же самое
Марва. Получается, 7 раз мы, когда передвигаемся, сколько раз доходим до Сафа, можем повторить это. И когда доходим на Марва, то же самое. Вот это 3-й и 4-й момент во время хаджа, когда у нас принимается дуа. 5-й и 6-й момент. Во время побивания камней. То есть, когда мы знаем, что есть обряд побивания камней, бросания камней, и мы знаем, что существует 3 столба, так ведь есть маленький, средний и большой стол. Вот по сунне, после маленького и среднего столбов, по сунне нужно делать дуа. И доказательство этому Абдулла ибн Умар. Абдулла — это сын Умар ибн Хаттаба. Когда он совершал хадж, люди увидели, как он подошел к маленькому столбу, бросил камушки, затем отошел в сторону, чтобы не мешать людям. Так ведь там сегодня особенно это проблематично, потому что и по голове могут дать камнями. И он отошел в сторону, направился лицом к кибле. Это сунна. Если есть возможность во время дуа направиться в сторону Мекки, можно всегда направляться в сторону Мекки. То есть, если есть возможность. Это в произвольной форме. Это не обязательно для этого далиль надо иметь. Не обязательно. Поэтому в любое время, если нам нужно сделать дуа, машаллах, лучше, если мы сделаем его, направившись в сторону кибля. Но это тоже не обязательно, потому что есть хадис, где посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, делал дуа, стоя на минбаре. Но мы знаем, что когда он стоял на минбаре, он не направлялся в сторону кибла, а наоборот, он направлялся в сторону людей. Поэтому это доказательство того, что не обязательно направляться в сторону Мекки. И вот Абдулла ибн Умар бросил камни к маленькому столбу, затем отошел в сторону, направился лицом к кибле и, подняв руки, он долго и долго молил Аллаха. Он долго. Вот потому что это, субханаллах, это такие моменты, когда ты, бисмилля, оставил семью, машаллах, ты столько собирал денег, сил, сколько настраивался, да, и машаллах, вот Аллах дал тебе победу небольшую. Ты пришел в эти святые места. Машаллах, ты прошел Яумуль Арафа, Муздалифа, вернулся в Мину, и пришел тот день, когда ты уже бросаешь камни. И, конечно, вот эти моменты, да, где Аллах принимает наши дуа, надо знать эти моменты и ценить. Потому что в это время Аллах прощает твои грехи. И у каждого есть какие-то проблемы. Кто-то за свою семью просит, у кого-то с работой проблемы, у кого-то со здоровьем, кто-то за родителей дуа делает, кто-то за детей. Поэтому, машаллах, это, если есть такие моменты, где можно просить, и иншаллах, мы надеемся, что будет ответ нужно ценить. И не надо пренебрегать этими моментами. Абдулла ибн Умар, подняв руки, он долго молил Аллаха. То есть тут конкретно нет такого, вот, чтобы вот это надо читать или это надо повторять. Он долго молил Аллаха. Может быть, он просил у Аллаха иман, счастье, рай, чтобы Аллах защиту от ада, о прощении грехов и так далее. Потом Абдулла ибн Умар бросил камни к среднему столбу. Он, то есть, пошел дальше, бросил камни к среднему столбу, затем вышел к северной стороне столба, повернулся в сторону кибля и поднял руки и долго-долго молил Аллаха. То есть то же самое он повторил. После маленького столба, после среднего столба он отошел в сторону и долго, подняв руки, поднимать руки, если нет доказательства, которое указывает, что в это время не надо поднимать руки, да? Тогда поднимать руки можно всегда. Некоторые братья говорят, вот, некоторые, например, сидят перед намазом и делают дуа. Когда у них спрашиваешь, а зачем ты руки не поднимаешь? А есть далиль поднимать руки? Не надо здесь далиля.
То есть есть конкретный хадис, который указывает на то, что лучше поднимать руки, если нет хадиса, который доказывает, что не надо поднимать руки. Поэтому есть моменты, когда конкретно сунна указывает, что в этот момент не надо поднимать руки. А если нет, тогда можно поднимать руки всегда. И вот он, подняв руки, долго-долго просил Аллаха, но после третьего столба он не стал останавливаться. И тогда люди подошли к нему, спросили, почему он так сделал. Абдулла ибн Умар сказал: я своими глазами видел, что так делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это предание мы находим в сборнике имама Аль-Бухари. И вот, как видим, машаллах, Аллах пожелал так, что дуа, вот это, казалось бы, такое небольшое, но великое поклонение, оно тесно связано со многими видами других поклонений. Вот, если помните, на той неделе мы с вами говорили про намаз. Как Аллах связал намаз, вот это великий вид поклонения, с дуа. То есть во время намаза, как мы можем делать дуа, и намаз является баракатом, чтобы Аллах принимал наши дуа, и дуа является причиной того, что усиливает наш ихлас, наше стремление внутри намаза. Поэтому, альхамдулилля, они дополняют друг друга. И здесь то же самое. Если взять уразу, и там то же самое. Во время поста Аллах связал наш пост тоже с дуа. Так ведь? Потому что дуа постящегося принимаются и так далее, и так далее. И вот здесь то же самое. Во время хаджа, машаллах, мольба тесно связана с этим поклонением. И пусть Аллах Всевышний даст нам тауфик и возможность ценить вот эти ценные для дуа времена, места и положения, на которые указывает сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот идем дальше. У кого принимаются дуа? То есть, если мы с вами до этого говорили моменты, положения, времена, места, где принимаются дуа, давайте сейчас перейдем конкретно к людям, те, у кого принимаются дуа. Давайте посмотрим сегодня, чьи же дуа Аллах принимает. Первое – это дуа ус-саим, мольба постящегося, тот, кто ради Аллаха оставил еду, питье, ради Аллаха. Да'ватуль мусафир, дуа путника, который оставил свою семью, свой дом, да, в чужбине, в пути, в дороге, в пыли, может быть, да, испытывает трудности, Аллах принимает у него дуа. Также дуа родителей, матери, отца за своих детей. И очень страшный момент – дагватуль мазлум, дуа обиженного. Если кто-то кого-то обижает, угнетает не по праву, и вот в этот момент Аллах принимает дуа обиженного. И если он, Аллах сахласын, упаси нас Аллах от этого, если он попросит что-либо против того, кто его обидел, Аллах непременно примет его дуа. Анас ибн Малик передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мольба троих не возвратится. То есть она уходит и не возвращается. Аллах принимает эти дуа. Первое – мольба родителей за своих детей. Второе – мольба постящегося. И третье – мольба путника, мусафира. Этот хадис передает нам имам Байхаки и называет этот хадис достоверным. Вот это первое. Второй момент. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: на 3 дуа, мольбы, ответ несомненно придет. То есть Аллах несомненно ответит на дуа, на 3 мольбы, на 3 дуа. Первое – дагватуль мазлум, это мольба обиженного, угнетенного. Второе – мольба путника. И третье – мольба родителя
за свое дитя, то есть за своего ребенка. Этот хадис в сборнике имама Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маджа. И тот же хадис в передаче уже имама Ахмада, немножко завершение по-другому, где посланник Аллаха сказал: мольба родителя за свое дитя, и в сборнике имама Ахмада мольба родителя против своего дитя. Потому что родители могут просить, обращаться к Аллаху как за своих детей, так и против них. Аллах сакласын. Поэтому есть и это правильно и в этом хадисе. Давайте вот отдельно остановимся и немножко разберем категории этих людей. Первое. Дахватуль мазлум. Мольба обиженного. Ну, мы все знаем, что угнетать, обижать кого-либо не по праву в исламе является запрещенным, и мы не имеем права посягать ни на жизнь других, ни на их имущество, ни на их честь и достоинство. Поэтому жизнь одного верующего является запретным для другого верующего. Имущество, богатство, деньги, машина, дом, одежда и все остальное является харамом для другого верующего. Также и честь, достоинство, его имя, так ведь является харамом для другого. И поэтому все, что посягает на жизнь, кровь, имущество, честь, достоинство других, все, что посягает, все это запрещено. Убийство людей, так ведь, наносить вред, воровство, грабеж. Почему все это харам? Потому что имущество одного человека запретно для другого. Также, что касается чести, достоинства, это гайбат, это зина и другие вот эти запретные вещи, которые посягают на честь и достоинство других людей. Поэтому обижать, угнетать кого-либо является запретным. И когда кто-либо обижает другого человека, то мы должны знать, его права, обиженные права, защищает кто? Сам Аллах. Вот когда у нас же говорят, а кто за этим человеком стоит, да? А кто за ним стоит? А за ним вот там мэр города стоит. О, тогда надо его без очереди пропускать, да? О, а вы знаете, что за ним там президент стоит? Или там король стоит? А вот за ним там такой-то сын такого стоит, да? Ну, мы это часто используем в жизни, слышим, да? Вот вы знаете, если кого-то обижают, может быть, он слабый. Так ведь? Обычно же кого обижают? Слабых. У кого отбирают? У слабых отбирают. Так ведь? И честь, и достоинство, и имущество, и жизнь иногда. У слабых народов обычно сильные народы, сильные страны. Кого обижают? Слабые страны, у кого, может быть, такого вооружения нет, но немножко нефть есть, так ведь? Поэтому мы должны знать, кто стоит за угнетенным, кто стоит за обиженным. Сила и мощь Аллаха. Аллах сам защищает права обиженных людей. Поэтому, когда вот этот обиженный просит что-либо у Аллаха, Аллах непременно принимает его дуа. Если он, упаси нас Аллах, начнет проклинать кого-то за то, что его действительно обидели, за то, что у него отобрали, так ведь Аллах примет это дуа. Поэтому нет преграды между мольбой обиженного и Всевышним Аллахом. Его дуа, несомненно, принимается. И как передает. И поэтому, субханаллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, всегда предупреждал сподвижников, чтобы они остерегались мольбы обиженного, чтобы они не обижали людей. Потому что сподвижники, они очень много путешествовали, они с призывом, с торговлей, они посещали много стран. Поэтому всегда могут быть такие ситуации, когда ты кого-то можешь обидеть, у кого-то что-то можешь забрать, кому-то не додать, так ведь, кого-то обмануть.
Поэтому посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, всегда предупреждал: остерегайтесь мольбы угнетенного. И как передает Абдулла ибн Аббас, радиаллаху анхума, когда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, отправлял Муаза ибн Джабаля, куда? Куда он его отправил с призывом? В Йемен. Так ведь? Йемен, который мы сегодня с вами знаем, где, к сожалению, идет война. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, дал ему наставление. И вот отрывок из этих наставлений он сказал: остерегайся, иттаки да'ваталь мазлум, остерегайся мольбы обиженного, угнетенного, ибо между мольбой обиженного и Всевышним Аллахом нет преград. Если какой-то слабый, этот сильный, он решил его обидеть, он решил отобрать у него, потому что он знает, что за него никто не заступится, ни царь, ни король, ни джамагат, может быть, да? Он взял и обидел его. Вот посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, всегда предупреждал: никогда не обижайте людей, потому что между его мольбой, дуа, и Всевышним Аллахом нет преград. Аллах примет его дуа, и то проклятие, может быть, Аллах сакласын, которое он просил против нас, оно поймает, оно настигнет нас. Аллах сакласын. И если изучать сиру, историю, да, даже изучать сегодняшний день, то можно привести кучу примеров, очень много примеров можно привести, вот моменты, которые доказывают это, доказывают, что никого нельзя обижать не по праву, поэтому Аллах принимает дуа. Поэтому просто вот обратите внимание на друзей, на родных, на семьи, близких. Это, к сожалению, мы видим это постоянно. И мы должны знать, за обиженным, за угнетенным сам Всевышний Аллах, и Он принимает его мольбы. И вот сборнике имама Муслима есть одна очень, машаллах, полезная для нас притча, история, которая произошла во время сподвижников. Эту историю нам передает Урва ибн Зубейр. Во время сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был такой случай. У Саид ибн Зейда возник конфликт с одной женщиной, которая обвинила его, что он забрал часть ее земли не по праву. То есть на самом деле это была ее земля, но он обвинил его в том, что Саид ибн Зейд забрал ее землю не по праву. То есть он обидел ее. И она направилась к Кадию и подошел к Марвану ибн аль-Хакам и написал жалобу. Он написал жалобу на него, и в жалобе она сказала, что Саид забрал у нее землю не по праву. И, конечно, Марван ибн аль-Хакам, он обязан был отреагировать на эту жалобу, и он пригласил к себе Саид ибн Зейда и прочитал ему это письмо. Когда Саид ибн Зейд услышал эти слова, он сказал: как я могу забрать у кого-то часть земли не по праву, когда я своими ушами слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Когда Марван ибн Хакам услышал эти слова, он испугался и спросил его: а что сказал посланник Аллаха? Потому что это Саид ибн Зейд слышал. Саид ибн Зейд сказал: я слышал, как пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: кто из людей заберет у кого-то землю не по праву, зульман, то есть обидев его не по праву, хотя бы на расстоянии пяди, вот 20 сантиметров. Это очень, кстати, часто в деревнях бывает такое, когда не могут поделить, немножко там столбец туда, полметра сюда, это не проблема. Когда гараж строят,
полметра туда. Вот посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, если кто-либо заберет не по праву, возьмет землю хотя бы на расстоянии пяди, в судный день из-за этой пяди он провалится 7 земель туда. Из-за этого. 7 земель он провалится туда вниз, вот из-за этой пяди неправильной земли. И когда Марван ибн Хакам услышал эти слова, он сказал, у меня к тебе больше нет вопросов. То есть он понял, что передатчик этого хадиса, то есть тот, который своими ушами слышал, как посланник, алейхиссаляту вассалям, сказал такие страшные слова, такое страшное наказание за то, что ты отбираешь у кого-то землю не по праву. Он понял, что Саид ибн Заид, он не смог это сделать. Но Саид ибн Заид, он обиделся на нее. То есть действительно это было очень серьезное обвинение в его сторону. И тогда он сделал дуа. Он сделал дуа. Он сказал, о Аллах, если эта женщина лжет, если она лжет, то есть здесь он не стал ее проклинать, он поставил условие. Если эта женщина осознанно лжет, она знает, если она знает, что Саид ибн Заид не забирал ее землю, то есть он не стал проклинать ее, он сказал, если, о Аллах, если она лжет, забери у нее глаза, забери ее зрение и сделай так, что она умрет на этой земле. Вот на этой как раз земле. И все, больше ничего он не сказал. И так произошло, что Аллах лишил ее зрения. Потому что действительно она оказалась виновной. Она обвиняла не по праву. Аллах забрал у нее зрение, и в один день, когда она слепая, будучи слепой, ходила по этой земле, она провалилась туда в яму и умерла там. Вот вам просто одна история. Это Сахих Муслим. Поэтому таких историй, да, когда вот ты, чувствуя какую-то, может быть, свою силу, да, вот ты такой сильный, машаллах, а он такой слабый, да, когда ты забираешь у него что-либо, да, не обязательно имущество, можно забрать у него часть его достоинства, чести, можно, не знаю, там, оскорблять его, не обязательно забрать у него деньги, машину или еще что-то, можно просто оскорбить его, да, и вот этот человек, мазлюм, если он попросит дуа против нас, мы должны знать, эта дуа обязательно примется. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, всегда говорил, «Иттаки дагваталь мазлюм», остерегайтесь мольбы обиженного. Это очень страшная вещь. И у нас еще 5 минут. Мольба родителей за своих детей. Всевышний Аллах так пожелал, что мы приходим на эту землю через наших любимых матерей и отцов, и чтобы наши родители смогли действительно воспитать нас, Аллах в сердца родителей не спосылает очень много любви и милости, машаллах. Действительно, вот иногда удивляешься. Вот в нас, в детях, нет такой милости, нет такого милосердия и нет такого терпения по отношению к нашим родителям. Да? Нет у нас такого терпения. А у них, у родителей, по отношению к нам, к их детям, очень много и терпения, и милосердия. Вот действительно сердце матери, сердце отца. Иногда даже сердце отца может не выдержать, так ведь? А мать терпит, потому что у нее столько милосердия. И, субханаллах, очень часто, может быть, мы обижаем наших родителей. Может быть, мы ущемляем их права. Ну, машаллах, они все равно любят нас. Они все равно ждут, чтобы мы, я не знаю, позвонили им, навестили им. И Аллах дал им столько терпения, столько милосердия и любви. И вот почему дуа родителей принимается? Потому что родители, они так любят своих детей.
И они так хотят, желают для своих детей блага, и поэтому, когда они просят у Аллаха что-либо ради своих детей, они действительно просят искренне. Действительно искренне. Потому что, почему дуа матери принимается? Потому что, субханаллах, мать любит свое дитя, и мать просит так за этого человека, за свое дитя. Имам так не может просить. Некоторые вот приходят, говорят: имам, попроси за моих детей дуа. Я говорю: а вы просите? Ну, мы-то уж просим. Я говорю: как вы-то уж просите? Субханаллах. Мои дуа, я для них чужой человек. Я не могу так искренне просить у Аллаха, как просит мать. Поэтому, если Аллах, машаллах, дал такую льготу, да, такую особенность родителям, надо этим пользоваться. Поэтому, во-первых, родители должны просить у Аллаха, просить за своих детей. Надо пользоваться этим. Если Аллах дал тебе такую привилегию, если посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что мольба, дуа родителей за своих детей и за внуков, потому что они тоже дети, так ведь? Если они принимаются, надо просить, субханаллах. Надо просить, надо пользоваться этим. И даже надо просить, не только можно, а надо просить за тех детей, которых у нас еще нет. Разве Ибрахим, алейхиссалям, не просил: «Робби хабли мина салихин»? О Аллах, дай мне праведных наследников. У него не было детей, но он просил. И Аллах Тааля, машаллах, одарил его такими наследниками, которые были пророками, субханаллах. Поэтому нужно, я вот особенно пожилым бабушкам, дедушкам всегда говорю: просите не только за тех детей и внуков, которые у вас есть. После вашей смерти, может быть, еще, иншаллах, ваши наследники еще родятся, еще придут. И, может быть, ваши искренние дуа помогут им жить, быть на верном пути. Поэтому, если Аллах дал такую возможность нам, родителям, мы должны пользоваться им, во-первых. А во-вторых, если Аллах дал такую привилегию нашим родителям, тогда мы, как дети, мы чьи-то дети, мы должны сделать все, чтобы заработать эти мольбы, чтобы как-то служить, уважать наших родителей, чтобы зарабатывать довольство наших родителей. Потому что если мы будем проявлять благочестие к нашим родителям, иншаллах, они будут больше дуа за нас делать. И надо просить, прямо просить: «Анием, атием, папа, мама, дуа делай за меня», субханаллах. Дуа. Поэтому это же, пока они есть, значит, дверь райская, она открыта для нас. Надо этим дверью пользоваться. Поэтому и родители должны пользоваться, и дети должны пользоваться. И третий момент в завершении хадиса: мольба против детей. Мольба родителей против детей. То есть мольбы родителей как за детей принимаются, и мольбы родителей против детей тоже принимаются. Поэтому первое — это родителям предупреждение: ни в коем случае. Иногда даже, может быть, терпение лопнуло, да? Иногда, может быть, дети совершили, такое, которое, не знаю, ты уже терпеть не можешь, да? Нет, все равно надо терпеть, и не надо просить у Аллаха за детей что-либо плохое. Потому что много родителей, они в гневе очень часто что-то просят ненужное, да, потом Аллах принимает, а потом сами плачут. Потом сами говорят: как можно избавить их от этого проклятия? Потому что дуа принимается у родителей во всех случаях. Поэтому первое — это родителям. Нельзя ни в коем случае просить против своих детей, внуков. И второе — дети. Ни в коем случае. Они должны остерегаться плохих молитв родителей. Поэтому нужно делать все, чтобы они были, альхамдулилля, довольны нами, и чтобы всегда просили за нас только благое и только хорошее. Поэтому вот это есть несколько людей, категорий людей, которые принимаются. Еще у нас 3-4 категории людей, поэтому это у нас уже на будущем уроке, иншаллах, в следующем уроке. Получается, у нас уроки будут в 7 часов пока,
в 7 часов, это за 45 минут до Айша намаза. Джазакумуллаху хайран. Субханакаллахумма бихамдик. Шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.